Сираджудин Мухридин примет участие в министерской встрече по Афганистану. МИД России запросила объяснить участие Армении в учениях стран НАТО. Премьер Украины снова просит у США авиацию и ракеты. Основатель ГУЛАГа.нет заявляет о причастности к казни украинского военнопленного наемников ЧВК «Вагнер». Министр иностранных дел Таджикистана Сираджудин Мухридин примет участие в ряде мероприятий в Самарканде, в частности, в министерской встрече по Афганистану. Об этом сообщили в МИД республики. Сегодня, 13 апреля, Сираджудин Мухридин примет участие в заседании министров иностранных дел стран соседей Афганистана для обсуждения ситуации в этой стране, сказали в ведомстве. В ней примут участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и России. На следующий день, 14 апреля, глава МИД Таджикистана примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Мероприятие соберет делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ. Традиционно в повестку дня заседания внесены вопросы об итогах межмидовских консультаций стран СНГ в 2022 году, а также ход реализации программы действий для активизации сотрудничества внешнеполитических ведомств. Будут также приняты решения об определении молодежной столицы Содружества. Главными темами заседания станут вопросы международной политики и взаимодействия в рамках СНГ, а также обсуждение проектов документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств Содружества. Россия направила Армении запрос с просьбой разъяснить участие армянской стороны в совместных учениях со странами НАТО. Об этом в ходе брифинга сообщила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС. Как отметила Захарова, Североатлантический альянс продолжает практику активного привлечения к своим маневрам стран-партнеров и стремится переформатировать оборонные комплексы этих государств, получить рычаги влияния на их внутренние и внешнеполитические процессы. Прежде всего, это, конечно, относится к постсоветскому пространству, которое является для НАТО настоящим полем для геополитической конфронтации с Россией. США и их союзники пытаются дискредитировать сотрудничество стран региона с нашей страной, втягивают их в различные форматы взаимодействия. Они явно носят антироссийский характер, если не сказать порой русофобский, указала представитель российского дипведомства. По ее словам, отказ армянской стороны от проведения учения по линии организации договора о коллективной безопасности на своей территории вызывает у Москвы сожаление. Это решение не способствует повышению региональной безопасности, отметила госпожа Захарова. 6 апреля официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила об участии вооруженных сил Армении в военных учениях НАТО, которые начнутся 22 апреля. Часть маневров пройдет на территории 10 европейских государств. Все эти страны, кроме Армении, Грузии, Молдавии и Косово, являются членами НАТО. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином в среду 12 апреля попросил предоставить Киеву ракеты большей дальности, истребители-бомбардировщики F-15 и F-16, а также дополнительную бронетехнику и другие вооружения. Украина по-прежнему нуждается в активной военной помощи, в дополнительных системах противовоздушной обороны, а также в тяжелой артиллерии, минометах и боеприпасах к ним. Мы также просим вас заново рассмотреть возможность предоставления Украине ракет большей дальности, сказал Шмыгаль на встрече в Пентагоне. Украинский премьер в очередной раз призвал США стать участником коалиции по поставкам Киеву истребителей. Америка может вновь продемонстрировать свою лидирующую роль, предоставив Украине самолеты F-15 и F-16, сказал он. Чтобы защитить себя и защитить Европу, нам необходимо больше тяжелой техники, а также самолетов. Мы приветствуем решение США присоединиться к танковой коалиции и поставлять Украине танки «Абрамс», а также боевые машины пехоты «Брэдли» и «Страйкер». Для успеха контрнаступления необходимо наращивание таких поставок, подчеркнул Шмыгаль.
По данным основателя правозащитного проекта ГУЛАГа.нет Владимира Осечкина, к запечатленной на видео казни предположительно украинского военнопленного причастна российская частная военная компания «Вагнер». Осечкин, по его словам, связался с бежавшим в Норвегию экс-вагнеровцем Андреем Медведевым, и тот опознал на видео своих сослуживцев. Он однозначно опознает там своих коллег, бойцов ЧВК «Вагнер» по характерным позывным, потому как они разговаривают, потому что они озвучивают по рации, заявил основатель ГУЛАГа.нет в эфире YouTube-канала «Ходорковский лайв». Осечкин также предложил вознаграждение в размере 3000 евро за информацию о людях на видео. По его словам, это первый такой прецедент за историю проекта, и подписчики ГУЛАГа.нет в соцсетях хотят увеличить сумму вознаграждения за счет донатов.